В Сыктывкаре на участках Эжвинского района подсчитывать голоса на мартовских выборах президента России будут автоматически. Внедрение специальных средств обработки информации на избирательных участках в Коми, всего их поставят 20 единиц, должно предотвратить возможные правонарушения. Как сообщили в избиркоме, эту практику опробируют впервые. А вот жители Воркуты смогут уже по традиции проголосовать в современном формате на электронном оборудовании. Что еще нас ожидает? Какие технические новинки? Это протокол участковой избирательной комиссии будет изготавливаться, и впервые избиратели, не избиратели, я думаю, а наблюдатели, которые получат копии этих протоколов, увидят на протоколе QR-код. То есть вся информация будет содержаться в QR-коде. То есть на любом телефоне сейчас уже стоят программы, которые могут считывать QR-код. И любой наблюдатель считает этот QR-код, и у него он уже будет в телефоне, он может послать кому угодно, как угодно. И это, опять же, делается для открытости, для прозрачности выборов. Определенные меры по поручению Владимира Путина в этом году Центр избирком России примет по повышению доступности. Одно из них нам рекомендовать Центральной избирательной комиссии Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по созданию инвалидам условий для голосования на выборах и референдумах всех уровней, включая обеспечение доступности избирательных участков, информация о ходе подготовки и проведения выборов и референдумов. Доклад мы подготовим тоже до 1 февраля, что нам удалось сделать. Но я хочу сказать, хорошо, что мы с вами с первого дня работы нового состава избирательной комиссии вплотную, каждый ежедневно занимались этим вопросом. И особое спасибо Николаю Владимировичу Левичу, который курировал это. То, что и целый ряд поправок, которые в закон были внесены для того, чтобы расширить наши возможности работы с инвалидами, чтобы с людьми с ограниченными возможностями, и для того, чтобы мы могли... Много сделано за это время в регионе. Если бы мы просто прохлопали все, то вот в авральном режиме уже ничего не исправишь. Хорошо, что мы этим занимались системно, и я надеюсь, что наши избиратели, для них немало, наверное, там потенциальные избиратели с ограниченными физическими возможностями, это более десятка миллионов, это 12-13 миллионов. Я надеюсь, что они почувствуют все-таки те положительные изменения. Отметим, список поручений главы государства о мерах по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями на избирательных участках касается не только главы ЦИК, но и руководителей субъектов. Они должны представить доклад о проделанной работе Владимиру Путину к 1 февраля. Сами выборы президента России состоятся 18 марта, а 17 февраля стартует избирательная кампания в СМИ и предвыборная агитация.